Итак, буквально 1,5 часа назад в Башкортостане закрылись все избирательные участки в эту выборную кампанию. УИКи работали 3 дня подряд. На данный момент идет подсчет голосов. На должность главы государства, напомню, претендовали действующий президент России Владимир Путин, член КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков. В данный момент моя коллега Динара Таймасханова находится в Центр избиркоме региона. Передаю ей слово. Динара, какая актуальная информация о выборах есть на данный момент? Добрый вечер, Евгений. Приветствую телезрителей. И вправду масштабный процесс голосования на выборах президента страны в Башкортостане завершился. В нашей республике порядка 3 миллионов избирателей. Все эти 3 дня для них были открыты более 3300 участков, в том числе в местах временного пребывания избирателей. Выборы прошли достаточно спокойно в республике. Попытки совершить преступления и испортить бюллетени были. Однако благодаря бдительности сотрудников УИКов они не увенчались успехом, и все бюллетени сохранены. За 2 часа до закрытия участков в Башкортостане явка избирателей составила чуть более 80%. Это говорит об активности электората Башкортостана, о его активной жизненной позиции. Ну а сейчас с нами находится секретарь избирательной комиссии Республики Башкортостан Марина Далматова. Марина Борисовна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и расскажите нам, что же происходит, когда закрываются те самые УИКи, предстоит ли членам комиссии в буквальном смысле бессонные ночи? Ну, будем говорить, половина бессонной ночи. Надеемся, члены участковых избирательных комиссий в настоящее время проводят процедуру установления итогов голосования. Она начинается с погашения неиспользованных избирательных бюллетеней. Затем они приступают к работе со списками, проанализировав которые, устанавливают число избирательных бюллетеней, полученных избирателями. И после этого как раз наступает самый интересный момент подсчета непосредственных голосов. Ему предшествует вскрытие переносных ящиков для голосования, затем стационарных ящиков для голосования. И путем подсчета бюллетеней члены избирательной комиссии установят, какое число голосов получил каждый из кандидатов. По итогам подсчета голосов участковая избирательная комиссия подпишет итоговый протокол, который доставит в территориальную избирательную комиссию. Ну а территориальная избирательная комиссия, установив итоги голосования на своей территории в районах и городах республики, уже доставит избирательные документы в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан. Ну и после установления итогов голосования на территории всей республики, уже Центральная избирательная комиссия республики отправит свои документы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Спасибо, Марина Борисовна. Действительно, жаркая пора еще впереди, можно сказать. Я напомню, на наши вопросы отвечала секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Марина Далматова. Ну а завтра в 11 часов из Центральной избирательной комиссии будут озвучены предварительные итоги голосования. Смотрите их завтра в прямом эфире на нашем телеканале. Ну а я на этом с вами прощаюсь, Евгений. Спасибо, Динара. Напомню, на прямой связи со студией из Центра избиркома Башкортостана была моя коллега Динара Таймасханова.